поселка Витим начался ледоход. Прогнозы на ближайшие сутки в других населенных пунктах республики. Перезахоронение якутского солдата в Новгородской области удалось установить личность уроженца Сунтарского района. 1000 солдат снова встали в строй благодаря своим детям. Сколько человек стали участниками бессмертного полка? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. На реке Лени у поселка Витим начался ледоход. В ближайшие сутки подвижки льда начнутся у поселка Солянка. В верховьях реки Алдан отмечаются подвижки льда и разводья. Ледоход на реке Алекма идет в населенном пункте Кюдюкёль. На реке Тяня идет густой ледоход. Затор выше гидропоста. Наблюдается навал льда. Ранее сообщалось, что на реке Тяня до критической отметки оставалось 50 сантиметров. Сейчас вода спала. В канун Дня Победы в Старорусском районе Новгородской области поисковики весенней вахты памяти перезахоронили останки 786 советских солдат. Установить личность удалось лишь 13 воинам. Среди них и имя красноармейца Афанасия Ивановича Евсеева, уроженца деревни Шея Сунтарского района республики. Известно, что в 1942 году он в возрасте 22 лет отправился на фронт. Спустя 2 года солдат погиб и считался без вести пропавшим. Его останки были найдены в братской могиле. Имя солдата удалось установить благодаря его личным вещам. Проводить героя в последний путь приехали его родные из Сунтарского района. У меня гордость. И когда мы услышали, мы сначала не поверили, потом сказали, что они нашли ложку, и там он написал свое имя. Что хотели сказать, все сказали, и мы увидели, где захоронен наш дед. И скоро, наверное, еще придем и памятник поставим. Только благодаря ложке, только. Этого уже достаточно. Пробили Евсеев АИ, все сошлось сразу. 23-я дивизия. По некоторым признакам, скажем так, это были разведчики, это были передовые отряды, штурмовики, можно сказать, реально герои. Час назад закончился парад Победы на Красной площади. Традиционно в нем приняли участие военные, ветераны, высшее руководство страны. На прямой связи со студией наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, скажи, как прошел парад и все ли прошло по сценарию? Юля, привет! Конечно же, поздравляю всех сначала с этим грандиозным праздником. Парад прошел замечательно. Мы сейчас находимся в самом центре Красной площади. Сейчас она практически опустела, но еще час назад по этой брусчатке шли праздничные парадные расчеты. Военные, курсанты, всего около 13 тысяч человек принимали участие в этих грандиозных торжествах. И уже 4-й год подряд эти суровые военные ряды разбавляют и женщины, и, конечно же, добавляют красоты. Без нововведений не обошлось и в этот раз. Старенькие ЗИЛы, на которых обычно ездит министр обороны, заменили на новенькие аурусы. Также была потрясающая здесь атмосфера. Картинка, я думаю, что вы видели красивую картинку, но, наверное, те эмоции, чувства, когда ты находишься в эпицентре, не передать. И самые главные эмоции, наверное, от техники, грандиозные эти баллистические ракеты Ярс, наши танки, наши комплексы противовоздушные, все это, конечно же, вызывает восторг и трепет. К сожалению, не было сегодня самолетов и вертолетов. Сейчас еще распогодилось, вышло солнце, но с утра все небо было затянуто облаками. И в целях безопасности полеты не разрешили. И мы не увидели знаменитый триколор в небе. Но это не помешало празднику. Зрители остались довольны. Давайте послушаем, что они говорят. Работать, воплощать свои планы в жизнь. Благодаря им мы сегодня здесь. И вот мы рады тому и счастливы тому, что сегодня у нас есть возможность наблюдать за парадом. Через пару часов начнется шествие бессмертного полка, где будут принимать участие и якутяне. Ну а вечером, конечно же, все закончится грандиозным салютом. В Якутске он уже совсем скоро. Юля? Спасибо, Максим. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Максим Кардозу.
Ну а в республике в праздничных мероприятиях приняли участие 182 тысячи человек, из них 29 тысяч в Якутске. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Погода сама благоволит великому празднику Победы. От мала до велика с шариками и флажками пришли сюда, чтобы отдать дань всем павшим и еще живым участникам войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Участников войны осталось всего 100 человек по Якутии и 63 в Якутске. Немногие из них сегодня смогли подойти на великий праздник. Началась Корейская война, прилетела трижды герой Советского Союза Иван Никитич Козыдов. Вот там я стал зенитчиком. И до конца войны, 1953 года, там составы китайской армии, добровольцем там воевался. Монументу воинам-победителям возложили цветы участники войны и тыла, первые лица республики и участники бессмертного полка. Сегодня тысячи человек до сих пор не могут найти место захоронения безвестно пропавших своих родственников. Найти и вписать золотыми буквами на обелисках имя каждого из них – золотой долг якутян. С 9 мая 2019 года к 75-летию Великой Победы в Отечественной войне я объявил в республике год, посвященный Великой Победе, с девизом «Ваш подвиг в сердцах поколений». Одно из самых зрелищных мероприятий Парада Победы является выставка военной техники, которая ежегодно проводится здесь. По улице Богатырева выстроилось более 20 единиц техники военных лет. Среди них легендарные БТР, АЗС, а также автомобили «Виллис» и мотоциклы военных лет. Восстанавливают и собирают технику ребята из клуба ДОСААФ. Техника Победы, экспозиция, существует уже порядка 12 лет. Выдвигаемся на все мероприятия, посвященные Дню Победы. В настоящее время два клуба «Автомото Старина» и «Техника Победы» выставили 20 автомашин, 20 мотоциклов, автомашин, бронетехника. Каждый год собирают, будем говорить, сейчас волонтеры, модное слово стало. Вот волонтеры собирают эту технику, выгоняют на парад. Все мы помним, что на полях сражения погибло 27 миллионов человек. В Якутии каждый четвертый житель потерял родного человека. В тылу женщины и дети встали, заменив отцов и братьев. Эти страшные цифры сегодня должен помнить каждый, ведь все они живы, пока мы их помним. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Жители и гости столицы региона вышли сегодня на улицы, чтобы почтить дань памяти всем павшим воинам и поблагодарить живых солдат, подарившим мирное небо над головой. О праздничных мероприятиях, которые сейчас проходят в Якутске, расскажет Ульяна Шагина. Ульяна, тебе слово. Здравствуйте, Юлия. Сегодня здесь, на площади Победы, многолюдно. Все от мала до велика пришли сюда, чтобы отдать дань ветеранам войны и тыла и всем тем, кого нет уже рядом с нами. Ну, давайте спросим у людей, с каким настроением они сегодня встречают Великий День Победы. Прекрасно, все хорошо. В прекрасном настроении. Все хорошо, тепло, светло. Поклон им вообще вот за такое нам мирное небо, да, и за такое наше счастье. Ульяна, ведь на этом праздничная программа не завершена. Скажи, какие еще мероприятия ожидаются? Программа празднования Великого Дня Победы обширна. Прямо сейчас завершился праздничный концерт с Днем Великой Победы. Также сейчас начнется праздничная программа сотрудников Министерства внутренних дел. Также ветеранов поздравят артисты театра эстрады и колледжа культуры. Ну а в 22 часа здесь, на площади Победы, состоится праздничный концерт. Ну а мы, в свою очередь, поздравляем всех с этим великим днем и желаем, чтобы каждый помнил о великом подвиге, который совершили советские солдаты. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина.
Тысячи солдат, партизан и тружеников тыла времен Великой Отечественной войны снова встали в строй благодаря своим детям, внукам и правнукам. К шествию бессмертного полка присоединился и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Акция «Бессмертный полк» зародилась 7 лет тому назад в Томской области. По инициативе местных граждан тогда в 2012 году на главные улицы города Томска вышло более 6 тысяч томчан. Якутия же в данной акции присоединилась в 2013 году. Тогда приняли участие по всей республике 2000 якутян. Годом позже, в 2014 году, количество участников достигло 10 тысяч. В прошлом году, в 2018 году, на главные улицы города Якутска и по всей республике в данной акции присоединились более 45 тысяч жителей республики. Этот год не исключение. Желающих пройтись по главным улицам столицы с фотографиями своих дедов и прадедов оказалось немало. Тысячи якутян с фотографиями в руках заполнили колонны бессмертного полка. Фотографии словно ожили и шли рядом со своими внуками и правнуками в этот светлый и великий праздник – День Победы. Вот сегодня мы пришли с портретом, внучка пришла с портретом прапрадедушки, который был участником Трудового фронта, служил на Восточном фронте. А мы вот вышли, это наши бабушка, дедушка, они были тружениками с тыла. В этом году в колонне бессмертного полка присоединились и работники ретро-музея Якутии. Вот Виллис, он 51-го года, 67-й газик, тоже где-то годов 50-х. Участники этой всероссийской акции отмечают, что благодаря таким мероприятиям люди свято чтят память, не забывают историю и подвиги своих родных и близких. И стоит помнить все-таки все идеалы и мечты прошлого, за что воевали и как победили. Конечно, поддерживаю и очень всегда выхожу, и вся семья наша выходит. Из Вилюйска сын приехал. Это очень полезное мероприятие и в смысле агитационном, и в смысле познавательном, в смысле моральном. Во всех отношениях это очень хорошее дело. Бессмертный полк напоминает, что война – это перемолотые судьбы миллионов мальчишек и девчонок, надевших в 41-м шинель. Они шли в бой, зная, что живыми из него вернутся только самые удачливые. Но они шли и шли вперед, и победили. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а как отметили 74-ю годовщину Дня Победы в Нерюнгри, расскажет Екатерина Павлова. Днем Победы! Началось празднование Дня Победы в Южной Якутии с бессмертного полка. Акция, как и всегда, собрала большую колонну нерюнгринцев, несущих личную память о своих близких. Ветеранах армии и флота, партизанах, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Нерюнгринцы участвовали в акции целыми семьями. Уже несколько лет подряд ходим. Это воспоминания о той войне. Моего прадедушку зовут Варнавский Константин Прокопьевич. Он участвовал на боях Польши и Чехословакии. Шествие прошло по центральным улицам города. 74 года с тех пор, как наша страна победила фашизм и подарила всем мир и спокойствие. И этот праздник всем так же дорог, признаются нерюнгринцы. Для нас это значит память о войне, о наших. Ну, сейчас заплачешь. Наш дед до Абхазии дошел, раненый был, пришел только через год, потому что из-за ранения своевременно не мог прийти. В Нерюнгринском районе сегодня осталось всего 3 ветерана Великой Отечественной войны и менее 200 участников войны, тружеников тыла, вдов погибших защитников Отечества, узников фашистских концлагерей. На торжественном митинге возле мемориала Ника в городском парке горожане встречали своих героев, выражая слова бесконечной благодарности за великий подвиг, мужество и стойкость в военные годы. Особую атмосферу празднованию Дня Победы в Нерюнгри ежегодно создает сизый дымок настоящей полевой кухни. Гречневая каша и хлеб. Еще 74 года назад эта еда была настоящим угощением. Ну а сейчас, вспоминая те годы, стала неизменным атрибутом празднования Дня Победы. В военное время все и голод, вспоминаем, что мы войну гнилую картошку ели,
голодали. Наши деды, прадеды воевали и ели это как вот прикосновение к истории, что ли. День Победы – праздник, объединяющий несколько поколений людей. На улице в этот день можно встретить непосредственных участников военных событий, их детей, внуков и правнуков. Несмотря на разницу в возрасте, взглядах и нравах, всем им близок этот теплый майский день. Вот уже 74 года дата 9 мая одинаково чтится всеми живущими под нынешним мирным небом. Народные гуляния в Нерюнгри продолжаются, и в 22 часа нерюнгринцев ждет праздничный салют. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.